السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم جماعة، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Мухаммад وعلى آله وصحبه. Мы с вами продолжаем изучение текста акиды имама Тахави, толкования имама Аль-Бабирти. На прошлом занятии мы с вами говорили о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, о его качествах, особенностях, о том, что он является печатью пророков. Сегодня мы переходим к другому разделу. Раздел посвящен Корану. Имам Тахави говорит: وإن القرآن كلام الله عز وجل منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. То есть имам Тахави говорит: وأن القرآن كلام الله. И что? То есть имеется в виду вот то, что в самом начале имам Тахави сказал: «Ма'такидина битауфик Аллахи». Накулу, мы говорим. Что мы говорим? Первое, что мы говорим, было «Анна Аллаху вахидан», что Аллах един. Второе, что мы говорим, было продолжение «Анна Мухаммадан Расулуллах». И следующее продолжение вот того, сказанного в самом начале, «Накулу», мы говорим. Следующий раздел, мы говорим, что Коран – это речь Аллаха Всевышнего, от него «Бада биля кейфияти каулян». Коран начался без какого-либо образа, каулян, как божественная речь, как божественные слова. «Ва анзалаху аля набийхи вахьян». И он был ниспослан посланнику, пророку Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, в качестве вахи. وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا. И мусульмане признали его в качестве истины. Во-первых, имам Тахави отмечает, что Коран – это речь Аллаха, калям Аллах. Вообще, если мы касаемся этой темы, нужно отметить, что та проблема, почему исламские ученые начали много говорить о Коране, говорить, что это именно речь Аллаха, что он не сотворен. Причиной этого являлись му'тазилиты, которые утверждали, что Коран махлюк, Коран создан, является созданием Аллаха Та'аля. Но дальше мы об этом поговорим. Имам Тахави начинает с общих понятий, говорит, что Коран – это речь Аллаха. Что она из себя представляет, мы не знаем, кайфия. Но однозначно мы должны быть убеждены, что Коран не является звуками и не является буквами. Почему? Потому что звуки – это махлюк, звуки – результат колебаний наших голосовых связок, которые передаются среди, которая пропускает и передает звук, то есть воздух. То есть, говорят же, не сотрясайте воздух. То есть мы своими голосовыми связками сотрясаем воздух, и получается чтение Корана. Что касается букв, то они тоже махлюк, поскольку это либо это типографская краска, либо это чернила, либо. وَأَنزَلَهُ عَلَى نَبِيهِ وَحْيًا. И свою речь Аллаху Та'аля ниспослал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, в виде вахи. Возникает вопрос, а что такое вахи? У него у вахи есть свое определение. Вахи – это особая связь между Аллаху Та'аля и его посланником, цель которой – доведение божественных законов до людей. За свою историю человечество узнало много разных видов связи. Это и обычное общение посредством слов, это и какие-то жесты. Потом средством связи были сторожевые посты, которые находились на расстоянии, скажем, визуального наблюдения. И если нападал враг, то
на самом первом посту у границы зажигали костер, этот костер видели на следующем посту, и таким образом информация быстро доходила до столицы, собирали войска вперед. Это тоже вид связи. Дальше одним из видов связи были письма, почтовые голуби, почта на дилижансах, которые перевозили лошади. Потом, естественно, это почта, которая перевозилась поездами, самолетами. Потом появился телефон, интернет и так далее и тому подобное. Но у всех этих видов связи есть изъяны. Либо они слишком медленные, либо нет гарантии то, что информация дойдет. То есть, подстрелили голубя, все, информация не дошла. Или, скажем, в бутылку письмо положили, пробкой закрыли. Где гарантия, что она дойдет именно до того адресата, до которого должна дойти? Никакой гарантии нет. Также нет гарантии сохранности информации. Тот же взять, даже телефон, интернет, при желании можно, пользуясь нужными определенными программами, либо что-то свое туда добавить, либо информацию перехватить и так далее и тому подобное. То есть везде есть изъяны. Что касается вахи, то это особый вид связи. И для этого особого вида связи Аллаху Тааля даже сделал так, что у джиннов во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не было возможности подниматься в небеса и воровать информацию, которая не спосылается для ангелов. То есть ангелы сбивали их, чтобы они не могли мешать пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и его пророческой миссии. То есть вахи никто не способен ни перехватить, ни исказить, ни нарушить. 100% гарантия передачи информации. То есть 100% гарантии, что информация от Аллаха Тааля поступит к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, но от него уже всей умме. Вот это и есть вахи. Этот вид связи нам неизвестен. Ученые выделяют несколько видов вахи. Во-первых, это непосредственное общение Аллаха Тааля с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Это было во время Ми'раджа. Дальше передача вахи, откровения во сне. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, видел какой-то сон и через сон получал информацию. И третий, самый главный, передача информации через ангела Джибриля, алейхиссалям, потому что Джибриль, алейхиссалям, это его основная миссия – передавать божественные законы людям, конкретно пророкам. Джибриль, алейхиссалям, в свою очередь, в разных ипостасях или в разных видах приходил к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Приходил в своем собственном облике, это было 2 раза всего. Приходил в облике других людей. И третий, можно сказать, самый основной вид вахи, когда Джибриль, алейхиссалям, приходил так, что его никто не видел. Для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это было самым тяжелым откровением. Иногда перед его началом он слышал звон колокольчика, и потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ощущал эту тяжесть. И сахабы даже описывают, что однажды, когда началось откровение, нога пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, лежала на ноге одного из сахабов. И он почувствовал боль, рассказывает, что у меня нога чуть не сломалась. Также сахабы рассказывают, что однажды вахи пришло к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он ехал на верблюде, и верблюд даже присел немножко. То есть вот таким образом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, получал информацию от Аллаха Тааля, это называется вахи. وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا. И мусульмане, верующие, признали Коран в качестве истины. وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْحَقِيقَةِ. И верующие мусульмане убеждены, что Коран на самом деле это божественная речь.
Здесь мы пару слов скажем о муатазилитах, и дальше будем говорить о язычниках. Как мы с вами отметили, муатазилиты считали, что Коран махлюк, созданный. Откуда они это взяли? Они говорили, вот мы же Коран воспроизводим, читаем его. Звук, он махлюк. Мы же Коран переписываем чернилами на бумаге. И чернила махлюк, и бумага махлюк. Значит, Коран тоже махлюк. Но при этом они забывали самое главное, что Коран – это не чернила. Коран – это не бумага. Коран – это не колебание воздуха. А Коран – это в первую очередь слова Аллаха, которые передают эту идею. Что из себя представляют слова Аллаха Тааля, ни один из нас не знает. Почему? Потому что это божественный атрибут, сифат, калям. Речь – это один из сифатов Аллаха Тааля. И точно так же, как другие сифаты Аллаха Тааля, мы не можем потрогать, увидеть, услышать, попробовать на вкус, ощутить запах этих сифатов. Мы же не в состоянии. Аллах Тааля нам подарил вот эти 5 инструментов, 5 органов чувств. Они ориентированы на изучение материи, познание материи. Аллах Тааля нематериален, и его сифаты тоже нематериальны. Поэтому, что из себя представляет речь Аллаха Тааля, никому из нас неизвестно. Является ли это какой-то телепатической связью, внушение? Является ли это чем-то другим, нам точно неизвестно у Аллаха Алям. Мы можем только строить догадки, но догадки, они нас к истине не приближают. Поскольку в Коране сказано, нет ничего подобного ему, то есть нет ничего подобного Аллаху Тааля. Точно так же нет ни одного сифата, похожего на сифаты Аллаху Тааля. Схожесть только в названиях. Аллаху Тааля басир, видящий, мы тоже вроде видящие, но наше видение очень сильно ограничено, но очень примитивно. Слышание то же самое. Аллах Тааля слышащий, но мы вроде тоже и слышащие. Но наш слух и слышание Аллаха Тааля – это совсем разные вещи, совпадающие только в названии. На самом деле наш слух, наше слышание тоже очень примитивное, очень ограниченное. От 22 до 22 тысяч герц. Все. Что за рамками этого мы не слышим. Шепот, если мы далеко от источника шепота, мы тоже не услышим, не разберем. Если есть какая-то преграда, стена, и преграда хорошая, мы тоже звук слышать не будем. То есть полно изъянов в наших сифатах. Сифаты Аллаха Тааля совершенны, никаких изъянов нет, и они на наши сифаты не похожи, так же, как божественная сущность не похожа на нашу сущность. И поскольку... То есть, каким образом мы можем ответить муатазилитам, как мы можем доказать, что Коран не создан? Поскольку Коран является речью Аллаха Тааля, а речь его сифат, то, соответственно, он не может быть создан. Сифат же Аллаха Тааля не может быть созданным. Это же его сифат. Он присущ Аллаху Тааля. Именно поэтому Коран не является творением, не является созданием. فَمَنْ سَمِعَهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. Продолжая, имам Тахави говорит, и кто услышал Коран и начал утверждать, что это речь человека, речь людская, тот становится неверующим. Первыми неверующими в этом вопросе стали мекканские язычники. По этому поводу имам Тахави, продолжая, говорит, فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر عن مثل قول الكفار زجر وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. То есть смысл этого, так как Аллаху Та'аля обещал сакар, сакар
это одна из степеней ада. Кому? Тому, кто сказал «Ин хада илля каулюль башар». Один из язычников, сейчас мы с этой историей более подробно познакомимся, один из язычников сказал, что это речь людская, то есть пророк саллаллаху его сам придумал. Поскольку Аллах этому человеку обещал сакар, наказание в аду, алимна аннаху каулю халик аль башар, мы из этого делаем вывод, что Коран – это речь Создателя людей, «Валя юшбихуху каулю аль башар», и слова людей и речь людей на него не похожи. «Ваман вассаф Аллаха та'аля бима'на мин ма'ани аль башар», и кто приписывает Аллаху та'аля какие-то ма'ани, какие-то сифаты, какие-то качества, какие-то категории, присущие человеку, факад кафар, тот становится неверующим. Фаман абсара хада атабар, кто эти вещи понимает, он для себя извлекает урок, ван мисли каули аль-куффарин заджар, и воздерживается от слов, подобных словам неверных. Уалима анна Аллаха та'аля бисифатихи лейса каль-башар. И этот человек знает, что Аллах та'аля со своими сифатами, со своими атрибутами не похож на людей. Здесь имам Тахауи намекает нам на историю, о которой повествуется в Коране в суре Аль-Мудассир. Там речь идет про одного из язычников по имени Валид ибн Мугира. Это отец Халид ибн Валида. Согласно риваятам, Валид ибн Мугира, есть разные риваяты. Согласно одного риваята, он посидел с Абу Бакром. Абу Бакр ему рассказывал про ислам, и это оказало на него впечатление. Согласно другого риваята, Валид ибн Мугира посидел рядом с пророком саллаллаху и слушал чтение Корана. И это тоже оказало на него влияние. В нашем, скажем, татарском тафсире Абдун-Наср Курсави приводится еще третий риваят о том, что Валид ибн Мугира даже принял ислам. Вот. После этого он расстался либо с Абу Бакром, либо с пророком саллаллаху, в зависимости от риваята. И по пути домой ему повстречался Абу Джахаль и группа язычников. Они, увидев его, сказали, что-то у тебя лицо поменялось, что-то у тебя не так. И Валид ибн Мугира такой задумчивый сказал: вы знаете, все-таки то, что Мухаммад нам сообщает, это не может быть речью людской. И здесь язычники что сделали? В первую очередь Абу Джахаль. Они постарались сделать все и сказать все, чтобы Валид ибн Мугира вышел из этого состояния. Они начали, во-первых, над ним смеяться. Ага, ты теперь, значит, готов, собираешься питаться отходами пищи со стола Абу Бакра. А Валид ибн Мугира, один из мекканских самых авторитетных и самых богатых людей, это, конечно, его задело в первую очередь. Потом, согласно риваята о Абдун-Насра Курсави, Абу Джахаль пообещал ему замуж выдать свою дочь, и поделиться половиной своего богатства. В итоге они Валида ибн Мугиру переубедили, и Валид ибн Мугира сказал: давайте мы что-нибудь придумаем. И вот он сказал, что все-таки это речь людская, это сихр и так далее и тому подобное. Сихр, шиар и так далее и тому подобное. Продолжение мы знаем. Аллаху Та'аля не спасал суру Аль-Мудассир, в которой он сначала описывает Валида ибн Мугиру, описывает, что он, Аллаху Та'аля, дал Валиду ибн Мугире очень много благ. Это богатство, это и дети, это и положение и так далее и тому подобное. Но Валид ибн Мугира не увидел эти блага, не увидел вот этот ни'мат, отвернулся от него, даже после того, как услышал речи пророка, саллаллаху алейхи вассалям, отрекся от ислама, согласно риваяту Абдун-Насра Аль-Курсави, и начал придумывать, чтобы такое сказать о Коране.
То есть Аллах Та'аля говорит, «Факкар ва каддар», он размышлял, предполагал. «Вакаля ин хада илля каул аль-башар». И вот Валид бин Мугира заявил, это ничто не иное, как речь людская. То есть это просто слова людей сказал, слова человека сказал Валид бин Мугира. И сразу следующий аят, Аллаху Та'аля ему обещает наказание. «Сауслихи сакар». Я его сожгу в сакаре. Сакар – это либо одна из степеней ада, либо одна из долин в аду. И вот имам Тахауи, указывая на это, дальше там в суре рассказывается, что хранителями ада являются ангелы, что их 19 и так далее и тому подобное. И вот именно на это намекая, имам Тахауи говорит, что вот этому человеку, который сказал, что Коран – это слова людей, мы обещаем сакар, поскольку Аллаху Та'аля этому человеку обещал сакар, мы делаем вывод от противного. Следовательно, это не слова людей. «Валя юшбиху кауль аль-башар». Коран не похож на людскую речь. Это действительно так. Даже если мы отбросим научные знамения Корана, если мы отбросим литературную чудесность Корана, то есть весь и'джаз Корана, если мы на него глаза закроем, достаточно того факта, что Коран сохранился до наших дней неизменным. И этому есть подтверждение, далеко ходить не нужно. Аллах действительно в Коране пообещал, «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим», «Инна нахну наззальна дзикра, ва инна лаху лахафидун». Воистину мы не спосылаем это откровение, воистину мы его сохраним, говорит Аллаху Та'аля. И как мы с вами сказали, это легко проверить. Мы с вами берем Коран Казан Басмасы, изданный у нас в Казани, нашу гордость. Берем Коран, который издан в Саудовской Аравии. Берем Коран, изданный в Турции. Берем Коран, изданный, допустим, в Пакистане. И сравниваем их. Все-таки разные регионы мира. И ни одного отличия в этих Коранах мы с вами не обнаружим. Уже вот этого достаточно, чтобы утверждать, что это действительно речь Аллаха Та'аля. Не изменился за 1500 лет, 1400 с лишним. За 15 веков Коран не изменился. Но если мы вспомним все, что мы временно забыли, и'джазуль альми в Коране, то есть не только и'джазуль альми, и'джаз в целом, то есть чудесность Корана, у нее много аспектов. Во-первых, это научные знамения Корана. Достаточно прочитать аят, где Аллах говорит, «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, ва ма раджаль бахрайни ялтакияни, бейнахума барзахун ла ябгиян». Он разделил моря, готовые слиться, между ними преграда, через которую они не перельются. Мы все знаем, что это открытие сделал известный исследователь океанов Жак-Ив Кусто, что действительно океан делится, невидимыми преградами делится на моря. У каждого из них своя соленость, своя температура, своя флора-фауна. Помимо этого в Коране есть информация о будущем. Пророк сам, не только у него не было возможности исследовать океаны, даже простого термометра не было. Но заглядывать в будущее, откуда у пророка возможность, как у обычного человека. Но при этом в этой же суре Ар-Рахман Аллах Та'аля сообщает, «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, я ма'ашара аль-джинни валь-инси, ин истата'тум ан танфузу мин aqtarис самавати валь-арди, фанфузу, ла танфузуна илля бис-султан». О люди и джинны, если вы пожелаете преодолеть границы небес и земли, преодолевайте, пожалуйста. Но вы не сможете это сделать, кроме как с силой, кроме как с властью, можно сказать, с энергией. Действительно, чтобы
запустить корабль в космос, нужна энергия преодоления земного притяжения. Когда эти слова были сказаны? 1400 с лишним лет назад. Какой бедуин на тот момент мог думать о возможности полета в космос? Об этом даже и в арабской пустыне никто и не мечтал. Или границы Земли, что можно будет пробурить скважину глубиной 15 километров. Кто мог это предположить? Сейчас это реальность уже, это уже факт. Потом событие, которое было ближе к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, это битва между византийцами и персами. При жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, персы победили византийцев, и в начале суры Рум был ниспослан аят, в котором сообщалось, что через несколько лет произойдет наоборот. Византийцы победят персов, и мусульмане этому обрадуются. Почему обрадуются? Потому что все-таки византийцы, христиане, они ближе к мусульманам, чем зороастрийцы, правильно. И это действительно случилось. И даже было указано, где произойдет битва. Фи адналь ард, в самой нижней точке земной поверхности. Там это и произошло, у Мертвого моря. А помимо этого, у Корана есть еще литературная чудесность, которую не каждый из нас способен, скажем, попробовать на вкус. Для этого нужно глубокое знание арабского языка. Есть специальные книги «Играбуль Коран», посвященные этому вопросу, и там очень глубоко прорабатывается, почему Аллах Та'аля в этом аяте использовал именно это слово, а не другое. Почему это именно в этом роде, а не в другом? Почему именно такое количество, а не другое? Почему именно вот так сказано? И у каждого слова есть своя мудрость, каждое слово на своем месте. А помимо вот этого литературного чуда, в принципе, оно математическое чудо, оно совмещается с литературным. В Коране есть много математических пропорций. Приведем всего одну, она очень сильная. Дело в том, что в Коране слово «мужчина» употребляется 23 раза, и слово «женщина» тоже 23 раза. Но это еще не все. Этим чудесность не заканчивается. Не просто, что равное количество, но равное количество вроде бы можно потрудиться и подобрать. Но это еще не все. Дело в том, что человек во время своего зарождения, зачатия, он собирается из мужской и женской составляющей. В мужской составляющей 23 хромосомы, и в женской тоже 23. Все вместе получается 46. Это, во-первых, должен быть осмысленный текст. Он должен содержать повествование, которое не прерывается, оно имеет смысл, оно имеет логическую последовательность, и при этом оно содержит вот такие математические и литературные, и научные чудеса. Но кто в состоянии сочинить подобное? Именно поэтому в одном из аятов Аллах Та'аля призывает людей и джиннов объединиться и написать что-нибудь подобное Корану. Хотя бы одну суру, говорит Аллах Та'аля. И подтверждая в этом же аяте, Аллах Та'аля говорит, вы этого не сможете сделать. То есть почему Аллах Та'аля предлагает собраться?
Потому что есть понятие коллективного разума. То есть, чем в русском языке и пословице есть «одна голова хорошо, две лучше». Именно на этом феномене основан мозговой штурм. То есть, чем больше мозгов соберется, тем лучшие решения они придумают. И в этом аяте фактически Аллах Та'аля нам предлагает следующее. Во-первых, собрать 7 миллиардов с лишним людей, плюс джиннов, их количество нам неизвестно, но если мы даже приблизительно предположим, что при каждом из нас есть карин, то есть шайтан, который его всю жизнь сопровождает, то это еще 7 миллиардов. Ну, допустим, еще пускай 7 миллиардов джиннов будет. Итого 21 миллиард. 21 миллиард мозгов собрался и попытался сочинить. И Аллах говорит, вы не сможете этого сделать. То есть вот настолько Коран, он неподражаем, настолько он феноменален. ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر. И тот, кто описывает Аллаха Та'аля категориями, присущими созданием, тот становится неверующим. То есть мы не вправе Аллаху Та'аля приписывать ни цвет, ни размер, ни запах, ни место, ни потребность в пространстве, ни сон, ни дремоту, ни тело, ни органы, ничего. То есть все сифаты, которые есть у нас, они не присущи Аллаху Та'аля. فمن أبصر هذا اعتبر, кто вот эти вещи понимает, он для себя извлекает урок. وعن مثل قول الكفار زجر, и воздерживается от слов, подобных словам неверных. То есть он сохраняет истинный таухид, истинную акиду. وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. И вот этот человек, который глубоко вот это осмыслит, он поймет, что Аллах Та'аля со своими сифатами действительно не похож на людей.